Добрый вечер. Вы смотрите «Якутия Лайв». С вами Ирина Ефимова. Собачий вопрос расколол наше общество на две части. Благодаря наспех принятому закону о ответственном отношении к животным, больше известному как закон Бурматова, который запрещает усыплять бродячих собак и предписывает содержать их пожизненно в приютах, либо выпускать обратно в среду обитания, страну наводнили бродячие собаки, которые начали нападать на людей. В войне догхантеров и зоозащитников Якутск после произошедшей трагедии невольно оказался на передовой. Порой страшно читать, какие проклятия и оскорбления в адрес Якутска, Якутии и якутов в целом пишут в тематических пабликах и группах, посвященных зоозащите. Живодеры, твари, нелюди – это еще самые мягкие эпитеты. С другой стороны, из таких высказываний формируется общая тональность и общий собирательный образ зоозащитника, за шизика даже, да, так называется это. Таки неадекватный человек, который на все готов ради собак и ставит их интересы выше собственных, чьих бы то ни было, выше человеческой жизни. Именно из-за этого негатива и подобного мнения люди с действительно добрым и отзывчивым сердцем подвергаются травле, после чего решают и вовсе не связываться с волонтерством. И сегодня у меня в гостях, наверное, самый известный в Якутске зоозащитник Злата Сычева. Злата, добрый вечер. Здравствуй, Ирина. Давай сразу попробуем расставить точки над «и». Вот вообще слово «зоозащитник», оно правильное или оно уже ругательное какое-то слово теперь? Я стараюсь не называть себя зоозащитником. Так меня, наверное, окрестили наши местные средства массовой информации. Я считаю себя просто волонтером. То есть ты, ну вот расскажи, что… Ну, наверное, по-правильному, да, зоозащитник должен защищать все живое, да? Вот. Не только собак. Не только собак, да. Ну, допустим, я помогаю вот, собакам, кошкам, там бывают какие-то там мелкие грызуны, которых выкинули, люди поленились, и мне их там стало жалко, я их подобрала, пристроила, нашла им дом. Допустим, я помогала лошадям, но потом я поняла, что это дело неблагодарное здесь у нас на севере, потому что лошадку в добрые руки не пристроишь, и лечить ее очень сложно, и по итогу обязательно найдется хозяин, и просто потом ее забьют и съедят. Поэтому смысл их спасать. Я просто, вот если мне присылают какие-то сообщения о раненых лошадях, я просто пересылаю сразу же лошадникам, чтобы нашелся хозяин, и я стараюсь в эту тему вообще не лезть. Вот как-то так. Поэтому я считаю себя просто волонтером, который вот помогает собакам, кошкам. Ну, я также помогаю еще и людям, но я не бью себя пяткой в грудь, и это не афиширую. Но вот та зоозащита, которая вот сейчас как-то активизируется. Ну, сейчас зоозащитниками называют себя люди, которые, наверное, не жалеют своего времени и пишут какие-то заявления, да, там, в полицию, какие-то обращения там, к депутатам на защиту животных. Люди, которые вот могут себе позволить вот этим заниматься, наверное, они вот и есть зоозащитники. А вообще волонтеры у нас делятся на несколько категорий. Есть люди, которые просто кормят животных на улице, да, и при этом себя тоже называют волонтерами. Но ведь мало его просто кормить на улице, его же надо изъять с улицы и пристроить. Смысл просто кормить. А люди упорно называют себя волонтерами. Вот так вот. И какая-то часть берут этих животных и… Ну, ты их находишь, ты их лечишь, потом ты им находишь дом, Я нахожу да? им дом, да, я их курирую, я всегда на связи с хозяевами и контролирую, чтобы это животное не оказалось на улице. На улицах нашего города нет ни одной мною пристроенной собаки. Они все сидят дома, я их всех курирую, у всех все хорошо. Сколько примерно собак ты пристроила? Ой, сложно сказать. Я не знаю, я все время задаюсь целью как-то, я не знаю, пролистнуть свою страницу, у меня там очень-очень много всего. Ну и вообще вести страницу в Инстаграме я начала не так давно. А вообще волонтерством занимались еще и мои родители. Тогда, когда вообще не было интернета, и это было в разы сложнее. В те же 90-е годы, когда денег, у всех были проблемы с деньгами, родители могли подобрать сбитую собаку, чуть ли не на руках носить ее в клинику, пожертвовать своим ужином, но поставить собаке гипс, ухаживать за ней, и потом как-то через объявление в газете и расклеивали, мы ходили, пристроить, найти ей дом. Вот.
Но ведь все равно число потенциальных хозяев, оно конечно. Какие-то Конечно, собаки да. остаются у тебя, и, ну, какие-то там Да, совсем у меня больные, которых никто не дома хочет у брать, родителей старые. осталось много собак, которых мы не смогли пристроить. Сейчас у меня живет собака, которую я не смогла пристроить, вот Мартин, допустим, потому что собак-инвалидов люди неохотно берут. Ну и брать на себя какого-то бога и решать, усыпить эту собаку я тоже не могу, она имеет право жить. Тем более я могу ей дать эту жизнь. Мои собаки-инвалиды, которые у меня сидят, которые это уже мои собаки, они живут очень даже, многие бы собаки позавидовали. Я хочу напомнить, что мы работаем в прямом эфире. Задать вопрос можно прямо сейчас, позвонив в студию по номеру 841 12 42 14 39 или отправить сообщение текстом в WhatsApp на номер 8 914 235 0502. Злат, ну я вот знаю, что произошла с тобой неприятная ситуация несколько лет назад, когда вот Кровавое 8 марта в пункте передержки животных. Я тогда находилась еще в группах волонтерских, сейчас меня нигде нет, да? И нам поступила информация, что в ППЖ совершили массовое убийство животных. Убили собак, за которыми мы ухаживали, которых мы пытались пристраивать, мы приезжали их кормить, мы знали всех этих собак, и тут нам поступает вот такая вот информация. Естественно, все туда стянулись, волонтеры наши, нас немного в городе. Ну, в общем, да, мы нашли контейнер полный трупов, и так вышло, что именно мое видео, хотя снимали все, оно разлетелось большим-большим как бы репостом по всей стране, и не только по нашей стране. На меня начали выходить различные издания, там, ну, даже там какие-то европейские, да, просить интервью. Я дала буквально несколько комментариев, и так получилось, что для всей Якутии, да, когда начали вот писать вот какие-то гадости про Якутию, да, мне самой это, естественно, неприятно, потому что я тут родилась, тут родились мои родители, и мы тут живем. Мне не хотелось бы так, чтобы про моих земляков говорили, что это там республика живодеров и прочее, да. Но вот так вот произошло, что именно благодаря вот моему репосту о том, что произошло здесь у нас, узнали именно, короче, из моих уст. Все, и получается, народ на меня обозлился. но там началась настоящая травля. Началась травля, да, меня начали и горожане, которым не понравилось, да, то, что вот так вот начали другие там волонтеры с России, там, а не только с России, писать про Якутию. Естественно, это неприятно, и мне это было неприятно. И меня начали давить вообще отовсюду, со всех сторон. Вплоть до того, что люди высматривали на моей странице какие-то нарушения, что я там по телефону разговариваю за рулем, да, или там видео снимаю, начали писать заявления на меня вообще везде, даже в ГИБДД. Для меня это было, конечно, вообще шоком. Тебе шины прокалывали. И шины прокалывали, и что только не происходило. Вот. Ну, И распространили ведь начали появляться, да, фейковые какие-то... фейковое высказывание с твоей фотографией от якобы твоего Нет, там имени. было не с моей фотографией, просто было подписано Злата Сычева, и там были такие вообще страшные вещи написаны, да? Про... Откровенно националистические, Да, прямо скажем, да, это было высказывания. опубликовано где-то на форуме на ЕКТ, Камуза или что-то вроде того. Потом... Где, в общем, каждый может написать, что он Злата Сычева, или Ирина Ефимова, создал или Вася Пупкин. аккаунт. Кто-то сделал аккаунт. Да, Злата Сычева, и написал вот это вот, просто, видимо, чтобы мне насолить, чтобы как бы еще больше ненависти было в мою сторону. Я тогда обращалась в отдел по борьбе с экстремизмом, искали, не нашли, кто это сделал, потому что буквально сразу же это удалили. Но люди успели сделать скриншот, и этот скриншот гуляет до сих пор. И, соответственно, половина населения нашей республики, видимо, свято верит, что это мои слова, и, соответственно, ко мне так и относится. Грустно. Это очень грустно и обидно. Потому что даже вот взять мой круг общения, да, ну, те, кто меня знают, а мои друзья, мои там родственники даже у меня уже даже мои родственники есть, которые вот перемешались с якутской кровью, да, и, ну, у меня просто язык не повернется вот так вот высказаться, как было написано в том сообщении. Ну, люди знают, что это не я. А каждому на роток, как говорится, не накинешь платок.
И оправдываться мне надоело. Сколько можно? Я уже и интервью давала, и на телевидении, и у себя на странице публиковала, что это не я, и не надо, пожалуйста, меня мешать вот с национальным вопросом. Во мне национализма нет. У меня очень национальная семья. Вот. Но вот когда шли эти обсуждения, они опять с новой силой, значит, все это началось после того, что случилось в декабре, да, после этой трагедии, опять начали обвинять тебя, всех защитников в целом, что это вот из-за этого. Начнем с того, что ты вообще против закона Бурматова, против выпуска собак обратно. Я против выпуска собак на улицу. Я считаю, что собакам на улице не место. Никаким. Ни с бирками, ни без бирок, ни домашним, там, ни самовыгульным, вообще никаким. Потому что, во-первых, это угроза нашему населению, да, это угроза людям. Я точно так же хожу пешком, и мои дети ходят пешком, да, и мои родители ходят пешком, и по частному сектору, и по промзонам. Ну, мне бы... Я боюсь собак. Вот не поверите, Ирина, я боюсь собак. И когда я иду пешком, например, по тому же Грессу, да, и вот эти собаки холеные там в ошейниках, но это явный самовыгул, это не бродяжки, начинают меня окружать, мне это, ну это страшно. А тогда все-таки что делать с теми собаками, которых не удалось пристроить? Нужны которые... приюты. Приюты. У нас в Якутске нет приюта ни одного. Надо, чтобы были приюты, и были и частные приюты, и там государственных парочка. И вот, я не знаю, даже в районах должны быть приюты, там, а их нет. Ну, надо Насколько мне известно, Алдан, Нерингри, все. Надо пояснить, что приют – это не пункт передержки. Это не пункт передержки, оттуда животные выпускаться не должны. То есть они должны там... смысл их выпускать? Вот смотрите, отлов у нас забирает с улиц собак, половина собак – это домашние. На том же самовыгуле, да? Хорошо, хозяин пришел, забрал свою собаку, там что-то понял и больше ее не отпускает. А бывает, что как бы, ну, за ними не приходят, да? А бывает, что хозяева сами приводят своих домашних собак, которые ни дня не жили на улице, там, в связи с переездом, аллергией, там, еще чем-то, ну, не осилили, да, там, не смогли воспитать собаку. Ну, все тащат их в пункт передержки, а оттуда их потом выпускают на улице. А на улице, естественно, такая собака, ну, не сможет выжить нисколько. Она погибнет в первую же неделю. Она не умеет переходить дорогу, там, добыть себе еды, за себя постоять там как-то. А которые поистине, вот, рожденные вот там на воле собаки, бездомные, я таких знаю, да, я с ними пытаюсь общаться, да, ну, как общаться, для того, чтобы их изъять с улицы, да. Они очень трусливые, они к человеку не подходят. И какими бы они голодными не были, они никогда не нападут. Вот которые по-настоящему родились на улице собаки. Нападают вот хозяйские собаки, обученные охранять. Как-то так. То есть не бродячие? Нет, бродячие нет. Те, которые на улице, ну, они уже тоже, считай, бродячие, раз они на улице. Какие они домашние? Нет, ну просто... Надо наказывать, нужны есть такая... штрафы, большие штрафы за самовыгул. Есть такая красноречивая картинка, что если бы действительно все собаки уличные были бывшими нашими собаками, то они бы выглядели, ну вот как выглядят собаки, там разного роста, разного размера и так далее. А те уличные собаки, которых мы видим сейчас на улицах, они, ну, совершенно определенного вида, большие. Да, посмотрите, сколько хаски и маламутов у нас бегает. На овчарке, я не знаю, там спаниели, лабрадоры. Мы каждую зиму этих лабрадоров бедных просто, я не знаю, пачками изымаем с улицы и находим им новый дом. Люди у нас, вот, я не знаю, расслабились с появлением ППЖ. Они перестали как-то чувствовать за собой ответственность. Если раньше люди как-то хотя бы решали вопрос со своим приплодом, да, там вот родились щенки, котятки, они их, ну, взяли, утопили, пока они еще ничего не видят, не слышат, не чувствуют. А как появился ППЖ, все, люди начали не брать на себя этот грех, они начали их тащить пачками, просто коробками, букетами в пункт передержки. Ну вот, как-то так. А приюты эти, они должны быть частные или муниципальные? Должны быть и частные, и муниципальные. Один муниципальный, он ничего не решит. Нужно как-то, чтобы правительство шло навстречу именно, наверное, каким-то вот фондам.
которые вот решили вот заниматься этим вопросом, потому что они будут и пристраивать лучше, и курировать будут лучше, чем государственные. Ну и в государственных, как обычно, я не знаю, там, ну не будут там вот контролировать так Но очень много дальнейшую судьбу, чтобы повторно собака не оказалась Очень, на улице. очень много противников, но когда возникает вопрос о деньгах, о том, во сколько каждая собака обходится бюджету, ее там, ну, стерилизация, та же операция, да, уход после этого, содержание в пункте передержки. Почему эти деньги должны платиться вот из налогов, люди возмущаются? Ну, это в плане государственного какого-то, да, приюта. Но вот поэтому я и говорю, нужно, чтобы побольше было именно частных, которые будут сами крутиться и вертеться, участвовать там в каких-то грантах и так далее и тому подобное, которые наберут себе хороших, я не знаю, там спонсоров на постоянной основе, каких-то финкураторов, будут привлекать людей, которые будут брать собак и курировать их, помогать там конкретной собаке, допустим. Так это все и происходит в частных приютах. Вот даже у меня нет приюта, да, но у меня много подопечных, которые там по передержкам по всему городу. У некоторых собак есть конкретные финкураторы, которые помогают лечить. Вот им нравится конкретно Федя, да, и они вот конкретно Феде помогают. И корм привозят, и кашу варят, и лечение готовы оплачивать. Ну, вот, и также это и в приютах будет работать. Это будет не с государства тянуться, а именно вот какое-то сообщество неравнодушных людей. Они будут помогать. Ну, то есть как в зоопарке там того-то, того лебедя опекает там Да. Почему такая-то нет? компания. Конечно. Частный приют, он будет заинтересован в том, чтобы был пристрой. Вот. Он будет и фотографов нанимать, да, чтобы делать какие-то пиарные фотографии и так далее и подобное. И животные будут пристраиваться. Они на самом деле пристраиваются, но вот сейчас вот пристрой встал. Потому что вот эта вот истерия, которая происходит в городе, общество раскололось на просто так, до такой степени, что даже среди моих знакомых, там, среди моих родных каких-то, да, есть люди, с которыми мы просто перестали общаться, потому что они тоже не поддерживают, они за то, чтобы убить, отравить, но это же не выход. Нужно всех животных для начала взять на учет, пересчитать, отловить, которые на улице, да. Нужна какая-то льготная стерилизация, чтобы вот клиники получали гранты, да, вот как вот Айболит, 3000 или сколько он собак стерилизовал за год. Поначалу туда было очень сложно людей загнать. Хотя вот я тоже сама возила своих подопечных, бесплатно там стерилизовала, рекламировала их там через свою страницу, приглашала людей, ну как-то люди не особо шли. Но зато когда все, халява начала заканчиваться, люди начали а сколько, а запишите нас, а помогите записаться, и там прям просто аншлаг был в самом конце. И сейчас вот все вздыхают, ой, а что ж мы не успели свою собаку стерилизовать? Потому что действительно это очень дорого. Вот сейчас стерилизовать, это дорого, собаку стерилизовать там 5-7 тысяч. Если собака крупная, там, то все и 10. Не каждый человек может себе позволить это. То есть это нужно делать на какой-то бесплатной основе? Я думаю, да. Должна быть какая-то бесплатная, льготная стерилизация. А вот если, как в Германии, ввести штраф на, ну не штраф, а повышенный налог на нестерилизованную собаку? Вот. Он должен быть не то, что повышенный, да, а налог на животных обязательно должен быть. И он должен быть на нестерилизованных. Если твоя собака стерилизована, она не приносит никакого потомства, ты не пополняешь ряды вот этих бездомышей на улице, ты освобождаешься от налога. Ну, в моем видении это так. А если у тебя собака рожает, она не стерилизована, тогда да, человек должен платить налог. Вот как транспортный налог платит, но, соответственно, плодиться должны собаки, которые представляют какую-то племенную ценность. Ну, никак иначе. Зачем вот этих дворняжек плодить? Нам их тут в Якутске уже столько наплодили, что нам лет на 100 хватит. Ну, я надеюсь, мы быстрее поборем этот Есть вопрос. мнение, что на собачьем вопросе зарабатывают хорошие деньги, что... И это тоже так. Есть у нас вот среди волонтеров, да, так скажем, волонтеры, отправлялки мы их называем. Те, которые отправляют собак в Москву там, или куда-то в Германию. Я тоже отправляю в Москву, но я отправляю там вот конкретно
под кураторство какого-нибудь хорошего волонтера, да, одну собаку, да, Конкретному человеку. конкретному человеку, Конкретную либо собаку. конкретно в семью, да, все, мы с ними потом на связи, в любой момент я могу попросить фотографию, да, они пиарят там у себя, пытаются пристроить, я отсюда из Якутска пытаюсь это сделать, а есть, которые вот просто пачками их вывозят, при этом они не сидят в Инстаграме, да, они сидят на других абсолютно площадках и на каждую собаку там делают какие-то мега-сборы на вылет, собирают на доставку переноски, на отправку переноски, на отправку собаки и т.д. и т.п. И куда улетают эти собаки, мы не знаем. Нет никакой дальнейшей информации об этих собаках. Есть всякие страшные байки, да, ну, может быть, это и неправда, а может быть, правда, что где-то там в Подмосковье находили, допустим, какой-то вольер полный наших якутских собак, которых вот такой вот человек просто взял, вывез, заработал на этом. Я с такими людьми не общаюсь. Для меня помощь животным это ну, никак не какая-то там финансовая выгода. Вы не представляете, Ирина, какие у меня кредиты в банках и как я погрязла в долгах. Потому что раньше, когда у меня не было страницы в Инстаграме, я лечила животных ну, сама. Вот, За где-то свои деньги. За свои деньги, где-то там накоплю долги, возьму там кредиты, т.д. и т.п. Вот. Ну, потихо я с этими долгами рассчитываюсь. А сейчас вот как бы мне помогают мои подписчики лечить животных. Ну, допустим, если, ну, вот сейчас выйду, вот мы пообщаемся, я сяду в машину, поеду, и мне просто вот, я не знаю, там напишут, что там-то лежит собака, ее сбила машина. И мне уже невозможно будет не поехать туда, да? Потому что у меня, если я не поеду, у меня будет сердце болеть. Потому что я вот как-то могу на секунду себя, я не знаю, представить, этой собакой, которая лежит, люди мимо проходят, машины мимо проходят. Еще там, я не знаю, какие-то люди любят у нас, когда животному плохо, обложить его колбаской, пирожками, да, как будто бы ему это поможет, да. Он лежит от боли, там, страдает, ему холодно, больно, да, страшно, а перед ним там корм, прям, вот я не знаю. Вот этого я тоже не понимаю, зачем. И я поеду, возьму эту собаку, да. Во-первых, мне ее везти некуда, потому что у меня нет приюта, у меня нет какого-то своего пункта передержки. У меня есть моя квартира, где у меня уже забито все животными. Естественно, я выложу эту собаку у себя в социальной сети, в Инстаграм, и буду просить помощи своих подписчиков. Как правило, обычно кто-то откликается, и все, мы везем собаку в клинику, собака на передержке у нас лечится, я ее вожу в клинику, обеспечиваю кормом, потом мы ее пристраиваем, все, хэппи-энд. Одной несчастной собакой на улице стало меньше. Бывает там замерзающая какая-нибудь собака, или там в подъезд кого-то подкинули, да, там над ним поиздевались. Это доставляет мне удовольствие. Это делает меня счастливым человеком. Но куда-то дальше замахиваться, мне это не надо. Ты писала, что закрываешь свою страницу в январе, если я не ошибаюсь. Этого года. Этого года, да. В январе. Что это было? Ну, это было вот после того, как произошла вот эта трагедия на Агату. И просто мне пришлось, я не знаю, там ограничить в настройках, чтобы меня не могли отмечать, да, как сейчас у нас мэрия сделала, да, и тоже, видимо, все достали, и мне не хочется, чтобы их отмечали. Но, в общем, меня тоже сейчас невозможно отметить в Инстаграм, только если я не подписана на этого человека. Вот. Меня просто завалили боты, хейтеры, и, я не знаю, все, кому не лень, просто проходу не дают. Я не вижу абсолютно никакой своей вины в том, что произошла эта трагедия. Вот кто виноват в этом, что так случилось? Может быть, конюхи, которые вот этих собак там как-то прикормили, да, не гоняли их, они грелись у них на сене, да? Потому что там в Агату прекрасно знали, что эти собаки там живут, они их не трогали. Есть даже видео всякие разные из ТикТока, которые они сами выкладывали. Снимали лошадей и показывали, а вот у нас собаки бездомные, они лежат на сене, мы их не выгоняем, жалко. Ну вот. Или виновато наше руководство города, республики, не знаю, кто у нас должен приют строить. Кто виноват? Не знаю, может, стечение обстоятельств. Или, может быть, виноваты все горожане, что мы допустили вот это, что расплодили до такой степени много собак. И, ну, я не знаю, кто виноват. Ну вот, может быть, Всё.
Может быть, Безответственность все-таки, ну, всех. смотри, ведь всех собак все равно не пристроишь. Есть агрессивные животные, есть животное, которое, ну вот, не востребовано оно. Не удалось его пристроить, но и никто его не возьмет. Уже с ним что делать? Ну, допустим, агрессивные собаки, да, которые какую-то немотивированную агрессию проявляют, да. Я считаю, что таких собак надо усыплять. Их должна какая-то комиссия специальная там с департамента ветеринарии, плюс какие-то общественники просто собираться, смотреть этих собак, да, и выносить приговор. Ну, я не вижу смысла кормить агрессивную собаку до конца ее жизни. Это собака, которую никто ну, не заберет. А собаки, которых просто, на которых нет спроса, да, ну, может быть, на них нет спроса здесь, но, может быть, есть спрос там, в каких-то других городах. Ну, допустим, у меня очень много подписчиков со всей России, да, и животные находят себе дом в других городах. Там, в Калининград улетают, да повсюду. Ну, не очень как бы массово, да, но это всего лишь одна моя страница. А если это как бы, ну, поставить на поток, я думаю, животных будут брать. Знаете, как они преображаются, когда они... Вот она сидит там в приюте такая страшненькая, да, обычная, серая или там черно-белая, но она тут никому не нужна, такая собака. Но если правильно ее показать, да, и пропиарить, она обязательно себе найдет дом в другом месте. Ну, допустим, в Германии очень любят черно-белых собак. У них их нет, у них они дефицит. А у нас вот по Якутску там треть собак, они такие вот, как там любят. Но там собак берут, да, допустим, там, ну, они очень ответственно к этому подходят. Там нужно, чтобы взять собаку, получить кучу разрешений, взять согласие соседей, справку от психиатра. И там не важно, какой породы собака, она стоит 1500 евро. Вот. Оттуда и ответственное обращение. И плюс штрафы за самовыгул, не дай бог, там, не дай бог, ваша собака кого-то укусит. Нам нужно вот к этому идти. Не резко вот так сразу, да, а вот как-то постепенно. Для начала хотя бы пересчитать, сколько собак в Якутске. У нас никто не знает. Запросите информацию в департаменте ветеринарии, они не дадут вам ответ. Ну, вот, есть мнение, что их там типа 7000 бездомных собак. Но это просто на глаз. Сказал один человек. Приблизительно. Приблизительно на глаз, она вот озвучила эту сумму, и все. И теперь все считают, что у нас тут 7000 бездомных собак. Есть еще Мне такое, кажется, их меньше. есть еще такое мнение, что прежде чем вводить программу ОСВВ, ну, вот отлов, стерилизация, выпуск, вакцинация, выпуск, нужно обнулить как бы, популяцию. Ну, жестокое, но есть такое мнение. Но это не принесет никакого результата. Чем их больше будешь убивать, тем их больше будет рождаться. То есть популяция восстановится естественным Конечно. образом? Да. Ну, убивали, всю жизнь их убивали тут, да? Ну, а где? Их все больше и больше. Ну вот если мы вернемся к твоим хейтерам, было много обвинений в том, что ты любишь собак больше, чем людей. Ну, это, конечно, неправда. И Людей я люблю больше. Собаки, это животные. Это просто, я не знаю... Собак больше, чем людей, может любить, наверное, только человек, у которого нету рядом людей. Есть только собака, его друг. Одинокий какой-то человек. Не знаю, у которого жизнь не удалась, да, там, я не знаю, он ничем себя не реализовал. Ну, нет, конечно, у меня все отлично в жизни. Я и людей люблю, и собак люблю. ну, в том числе тебя обвиняли в том, что ты отдала приемного ребенка, и ты сказала, что готова ответить на этот вопрос. Да, я готова ответить на этот вопрос. Да, действительно, я взяла ребенка с детского дома, и я его взяла, так скажем, спонтанно. Да? Ну, не то, чтобы прям совсем спонтанно. У нас, где я раньше состояла в клубе, но клуб, когда у меня был микроавтобус, есть такая традиция, мы там перед Новым годом ездим и поздравляем деток. Дети инвалиды, там неблагополучные семьи, дети вот, с ОВЗ. И вот в тот год мы также ездили, поздравляли. У нас там был Дед Мороз, Снегурочка, Кира была моя там в костюме олененка, помощника Деда Мороза. И вот мы приехали на этот адрес потом в конце. И ну как-то вот я своими глазами увидела этот пожар.
как там пожарные выводили этих детей и так далее и тому подобное, да. И потом я узнала, что всех детей разобрали родственники, а одного мальчишку сдали в детский дом. Я даже не знала, как он выглядит, как его зовут. Просто я знала, что 4-летнего ребенка обвинили в том, что он поджег дом. И мне стало за него очень обидно. Как так рыжего самого нашли и вот просто нашли, на кого свалить все, да? Да даже если это и так, его, значит, никто не научил и никто ему не объяснил, что спички это опасно. Даже если это сделал он. Просто мне стало за ребенка обидно, и я решила, во что бы то ни стало, как бы, ну, забрать его с детского дома. Первый раз я его увидела там, на пожарище я его не видела. Вот, я прошла школу приемных родителей, я навещала его каждую неделю, иногда по несколько раз, и я приходила, мы с ним сидели, общались, разговаривали. Он был очень такой скромный, закрытый ребенок. В итоге я закончила школу, там прошла медосмотры все, доказала, что в ближайшие там сколько-то лет я не собираюсь умирать и смогу воспитать этого ребенка. Все, я забрала Кирилла к себе. Он прожил со мной 2,5 года. Я считаю, что я подарила ребенку 2,5 года просто, ну, какой-то очень интересной, яркой жизни, да, у него было все, он всегда был накормлен, подстрижен, там, одет с иголочки. Я очень сильно хотела, чтобы у нас все сложилось. Но так вышло, что, ну, я не буду говорить конкретно причину, да, но это касалось уже моего кровного ребенка Киры. Вот. Он не очень хорошо себя вел по отношению к ней. И когда я забила тревогу, начала обращаться там, к психологам, психиатрам, там, ко всем врачам, специалистам, мне сами врачи сказали, если вы, говорит, любите своего ребенка, Кирочку, да? Родную дочь. Родную дочь. Любите себя, то вы должны для себя принять вот это решение, ну, отказаться от ребенка, потому что вы с ним не справитесь. Ему нужно конкретно мужское внимание. Мужское воспитание. Мужское воспитание. Ему нужно, вот, чтобы с ним, как мужчина с мужчиной общался, да, там, вот, ему нужен отец. Теперь он живет со своим кровным дядей. Он не в детском доме, у него все нормально, он ходит в школу. Он живет со своим кровным дядей. Я за Кириллом наблюдаю так со стороны, да. Но бывают такие моменты, когда мы, можно сказать, что лоб в лоб с ним встречаемся. Ну, а люди вот это все восприняли как вот наигралась и бросила, еще там приплели какую-то эту битву блогеров, когда эта битва блогеров, я в ней участвовала, да, о том, что это будет вообще эта битва блогеров, когда я брала Кирилла, я вообще понятия не имела, что будет такой проект. И вообще я в этот проект попала очень случайно, там в последний день просто мне, ну, думаю, а почему бы нет? Мне же надо как-то раскручивать свою страницу в Инстаграме как волонтера, чтобы помочь большему количеству животных. Думаю, дай-ка я поучаствую вот в какой-то там интересной затее. Помогло, вот так кстати? Вот. Помогло, да. У меня прибавилось подписчиков. Обо мне узнали больше людей. Ну и, соответственно, большему количеству животных мы можем теперь помочь. Есть люди, которые не готовы, допустим, вкладываться своим временем или взять собаку домой, но готовы помочь деньгами. Вот, Да, это вот мои подписчики. Кто-то берет у меня, например, на передержку. Кто-то может подстраховать, например, живет рядом с клиникой, может прибежать и побыть с собакой, потому что у меня их много, да, и я там, ну, разрываюсь. Вот человек не может помочь больше ничем, только тем, что может прийти и уделить немножко времени. Кто-то берет к себе на передержку, да. Есть такие вот у меня передержки, даже которые находятся далеко за городом. Да, там Томот, даже в Томоте у меня сидит собачка на передержке, откликаются районники, да, как бы берут собак, потом привозят их сюда на смотрины. Очень много людей откликается и помогает кто как может. Кто-то может, допустим, помогать только финансово. Вот. Когда у меня появляется какой-то новый подопечный и нужна, например, финансовая помощь, я пишу об этом пост, и люди как бы помогают на карту, все поступления дублируются под постом, выкладываются в сторис. Ну и таких людей не очень много, кто помогает финансово на самом-то деле. Это все время одни и те же люди, и я с ними всегда на связи. Там мы и в личке общаемся, и как-то и по WhatsApp общаемся, и в жизни уже практически все знакомы. Ну и вообще я считаю, что мы друг другу помогаем, помогая животным. Есть вот люди вот реально одинокие, да,
которым не хватает вот какого-то, я не знаю, там, ну, жизни своей не хватает, там, ну, все у них уныло и серо. Они начинают помогать животным, и Смысл в жизни появляется смысл в жизни, да, появляются новые знакомые, там, у меня появляются друзья, у них появляется такой друг, как я. Я очень люблю дружить. И вообще по жизни я пацифист. Я никогда ни с кем не враждую, никогда ни с кем не ругаюсь. И как только на моей странице появляется какой-то там хейтер, да, и начинает что-то там писать, я стараюсь с ним даже в перепалку не вступать, я его просто блокирую и убираю. Ну, на моей странице нет вот этого вот. Я стараюсь это все избегать. Какие-то конфликты, разборки. Тяжело это дается? Ну, конечно, тяжело. Ну, периодически руки опускаются. Наверное, вот как в январе. В январе было очень-очень тяжело, когда просто, я не знаю, пол Якутии на меня обрушилось. Я не говорю о том, что Якутия – это страна живодеров, да? Это не мои слова. Но имеет место быть, что это у нас происходит. И то, что я показываю на своей странице, да, там, ну, я стараюсь на страницу на саму не кидать, я публикую в сторис, да, вот эти отравленные ежедневно, вот эти собаки с петлями, но это же есть, это происходит. Ну, кстати, сегодня Мы же это не придумываем. Сегодня что за история была в парке? Ну, Немножко эта времени история у нас не сегодня осталось. была, это было 26 числа, но всплыло оно почему-то только вчера. Есть одна очень замечательная женщина, я не буду называть ее фамилию, которая является заслуженной артисткой, да, она очень душевный человек, она всю жизнь помогала тоже животным, она их кормит, она их пристраивает, человек в возрасте, и она вот ходит в парк и кормит там собак. Администрации парка, естественно, это не нравится, они на нее там как бы, ну, пытались как-то воздействовать, чтобы она этого не делала. Вот. И в итоге вчера появилась анонимно через какой-то там телеграм, прислали в GK или куда, в Джокер. Ну, то есть даже не знаем, кто. Но я думаю, сейчас заявление написано и разберутся, кто. То есть кто это вброс и распространил. провокация? Это вброс и провокация, да. Выложили видео с камер парковских, как она пришла в парк с внуками и кормит животных. И потом одной собаке становится плохо. Ну и вот там такие вот ужасные комментарии, да, что это вот она травит собак и вызвала там своих подельников, других волонтеров, которые пришли и попытались там нафотографировать, но на самом деле они не фотографировали, они кололи Б6, предоксин, они пытались спасти собаку. К сожалению, собаку не спасли, собака погибла. И мы все очень переживали, что у нас не получилось эту собаку спасти. Ну вот, а вот сейчас это все вывернули, перевернули, якобы волонтеры сами травят, снимают для того, чтобы показать, что тут происходит ад. Ну, нам не нужно этого делать, достаточно просто промониторить, что происходит по группам волонтерским, да, кто кого лечит, кто кого спасает, и тогда будет понятно, что действительно происходит что-то очень нехорошее. Злата, время у нас подошло к концу. Я тебя благодарю за то, что ты пришла и откровенно ответила Спасибо, на что все пригласили. вопросы. Вот. Ну что ж, на этом была программа «Якутия Лайф». Будем надеяться, что самоосознанность жителей Якутска и Якутска станет выше. Брошенных животных на улицах городов будет как минимум гораздо меньше или не будет вообще. Это была программа «Якутия Лайф». Меня зовут Ирина Ефимова. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем, чем живет Якутия. Джинса с нами теплее.